Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает обзор экономических, спортивных событий и чрезвычайных происшествий. Начнем выпуск с курса валют. По информации Центробанка, доллар находится на отметке 74 рубля и 4 копейки. Евро немного потерял позиции и опустился до 89 рублей и 44 копеек. Наиболее выгодный обмен валюты в Якутске сегодня предлагают следующие банки. Выгоднее всех доллар США в Якутске покупает Россельхозбанк за 73 рубля и 92 копейки, а продает банк Открытие за 74 рубля и 65 копеек. Евро покупает по лучшей цене Солидбанк за 89 рублей и 5 копеек, а продает банк Открытие за 89 рублей 85 копеек. Сегодня, 2 марта, ровно год с тех пор, как в России был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. За этот год страна научилась жить в новом режиме санобработки, изоляции, маски. Но самое главное, мы пришли к успешной массовой вакцинации. Накануне Владимир Путин заявил об эффективности отечественных вакцин даже против новых штаммов COVID-19. Президент сообщил об этом на встрече в Москве с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Подробности далее. Совсем недавно Европу захлестнула очередная волна заболеваемости, на этот раз новым штаммом COVID-19. Однако здесь, в России, массовое прививание началось еще в январе этого года. При этом действенность вакцины доказана практически на 100%. Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают. Да не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкивают с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов. Помимо прочего, ФМБА готовит новый препарат от коронавирусной инфекции МИР-19, чья первая фаза испытаний стартовала еще в декабре прошлого года. Уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК вируса. И те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Это так называемый РНК-полимеразный сайт. Вот этот препарат, мы его назвали МИР-19, потому что микро-РНК. Он, во-первых, абсолютно безопасный для человека, он не влияет на геном человека, он не влияет на иммунитет человека, но при этом высокоэффективно поражает вирус. А тем временем Скворцова отметила, что с учетом настороженности в отношении изменчивости вируса, ФМБА также разработаны специальные тест-системы, способные не только подтвердить наличие вируса, но и выявить его штамм. Саргалана Неустроева, Айтал Колесов, Москва. Между тем, на сегодня в Якутии, по данным регионального оперштаба, выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 24 случая, в Мирнинском районе 4, в Нерюнгринском 3, а в Ленском и Мегино-Кангаласском Лусах по 2 случая. Одиночное выявление коронавирусной инфекции зарегистрированы в Алданском, Амгинском, Вилюйском, Аймеконском районах. Также за минувшие сутки лаборатории республики провели 571 исследование на коронавирус. В этом году в отделении эндоскопии Якутской республиканской больницы был закуплен аппарат стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей. Ежедневно врачи отделения осматривают около 30 пациентов с заболеваниями бронхов и желудочно-кишечного тракта. Подробнее в нашей еженедельной рубрике «Будни врача», приуроченной к Году здоровья. Около 96% случаев осмотра у врача-эндоскописта заканчиваются постановкой диагноза – гастрит, язва или эрозия желудка. Специалисты советуют проходить процедуру колоноскопии и ФГДС раз в год. Гастроскопия, она необходимая процедура. Ее раз в год надо всем проходить. После 40 лет точно, 100%, да? Но все-таки надо себя смотреть изнутри, что у тебя внутри есть. Поэтому рекомендуется, всем надо все-таки морально подготовиться и приходить и смотреть.
Но главное вовремя кушать. Вовремя кушать, кушать помаленечку, кушать почаще, побольше двигаться, побольше ходить, заниматься физической культурой. Процедура осмотра желудка и кишечника занимает не более 15 минут. Здесь главное, как говорится, легкая рука врача, чтобы все прошло максимально комфортно для пациента. Однако есть и сложные операции, в том числе проводимые для ковидных больных. Молодец, все, Марин, все, вы молодец, мы уже все, мы уже там. У нас исследований стало меньше, но вот как у нас нулевой пациент поступил в апреле месяце, мы с апреля месяца тоже начали работать. Мы проводили для ковидных больных бронхоскопию. Вот когда проводится бронхоскопия, там 99%, что мы все вокруг инфицировали. И происходит инфицирование самого больного, происходит инфицирование вот воздуха, да? Это очень сложная, конечно, процедура. Ага. Ну, мы начали так работать, мы и сейчас работаем. Онкология желудочно-кишечного тракта по-прежнему находится на лидирующих позициях по республике. Однако сейчас, благодаря национальному проекту здравоохранения, в частности закупке новых аппаратов и строительству медицинских объектов, диагностика и лечение таких заболеваний выходит на новый уровень. Сарглана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. Чтобы сохранить здоровье, необходимо принимать витамины. Многие диетологи и нутрициологи предлагают различные БАДы. Однако, как не ошибиться с выбором той или иной биологически активной добавки? И все ли они полезны для здоровья? Подробности далее. Биологически активные добавки выводятся из продуктов и растений, которые обладают неким фармакологическим эффектом и так или иначе влияют на наш организм. Самостоятельно же оценить, подойдет ли вам добавка, сложно. Во-первых, вы не можете сами интерпретировать результаты анализов. Во-вторых, можете не знать, как БАД взаимодействует с лекарствами, которые вы принимаете регулярно. Люди, которые самостоятельно начинают прием вот этих добавок, они зачастую не знают, на что это может подействовать. Они покупают для одного, они думают, что поможет для суставов, а оно, оказывается, очень плохо действует на почки. То есть, допустим, вот эти моменты им должен разъяснять специалист. Добавки должны быть обязательно зарегистрированы и одобрены Роспотребнадзором. При покупке следует внимательно читать состав. Особенно, как говорят специалисты, не стоит доверять БАДам из стран Азии. Во-первых, мы не знаем, что это за состав, потому что мы просто не умеем читать по-тайски, по-китайски. Пользоваться переводчиком в этом случае не помогает, потому что я сама пробовала, я читала эти составы. Понять что-то невозможно, поэтому для вашего здоровья необходимо пользоваться только теми веществами, которые прошли международный контроль. Прошедший год показал, что люди осознанно стали задумываться о своем здоровье, стали чаще заниматься профилактикой, ведь это лучше, чем лечение. По рекомендации врачей я принимаю железо, пью витамин D, потому что у нас в наших северных условиях очень мало солнца, и поэтому он нам необходим для наших волос, для ногтей и вообще, в принципе, для здоровья. Спортивные добавки я не принимаю. В отличие от БАДов, витамины должны ежедневно поступать в наш организм. В основном они содержатся в пище, фруктах, овощах, мясе, рыбе разных сортов и зелени. Для примера, в Японии витамины принимают 90%. У них программа витаминизации давно идет. В России у нас до пандемии принималось всего 5%. Почему они вообще стали такие популярны? Потому что, к сожалению, наша пища сейчас очень бедна, очень много рафинированных продуктов. А наш регион, помимо того, что продукты все завозятся, не хватает также и овощей, и фруктов качественных, хороших, как, например, на юге. Поэтому у нас выход очень хороший, мы можем принимать качественные витамины. Самое главное разобраться, какие, выбрать лучшие. То есть если мы, например, приводим автомобиль, то, конечно, все, если предложим «Жигули» или «Москвич» и какую-то иномарку, естественно, человек выберет иномарку. Вот в витаминах то же самое. Надо выбрать хорошую иномарку. Стоит помнить, что и у витаминов и минералов имеются свои нормы потребления. А что касается дополнительных витаминов и биологически активных добавок, ориентируйтесь на собственное самочувствие, обратитесь к специалисту и вовремя проходите обследование организма.
По данным Центробанка России, за прошлый год около 42 миллионов россиян имеют кредиты. При этом статистика показывает, что более 3 миллионов человек, уже имеющих займы, обращаются за новыми кредитами. Причем около 1 миллиона заемщиков допускают просрочку платежей. О том, как не испортить свою кредитную историю, узнаете в рубрике «Важно знать». Что такое кредитная история? Когда вы впервые берете кредит, становитесь созаемщиком или поручителем, начинается ваша кредитная история. В ней есть информация обо всех ваших кредитах и займах. Суммы, сроки и, главное, долги и задержки платежей, если такое случалось. Этот документ хранится в одном из бюро кредитных историй. И банки изучают его, когда решают, выдавать ли новый кредит и на каких условиях. Если предыдущие кредиты погашались с большими задержками, банк может отказать или повысить процент. Даже если вы аккуратный заемщик, стоит проверить свою кредитную историю. Так вы будете точно знать, не взяли ли мошенники кредит на ваше имя и нет ли в истории ошибок. Если записи верны, но кредитная история не вызывает доверия у банков, попробуйте ее улучшить. Возьмите небольшой кредит на короткий срок или оформите кредитную карту и аккуратно вносите платежи. Так со временем ваша кредитная история улучшится, и вы сможете взять кредит на большую сумму. Как получить свою кредитную историю и что делать, если в ней ошибка, читайте на fincult.info. Продолжим экономическую тему. Михаил Мишустин утвердил новую программу по льготному кредитованию бизнеса. На программу будет выделено 7 миллиардов 700 миллионов рублей. Подробнее расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Он к нам присоединился. Иван, здравствуй. Какие отрасли смогут рассчитывать на поддержку? Сергей, приветствую. Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе, например, гостиничный и ресторанный бизнес. Это новости экономики. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Правительство утвердило новую программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса для выплат зарплат сотрудникам в период ограничений по коронавирусной инфекции. Программа ФОД 3.0 будет действовать 12 месяцев. Предприниматели смогут подать заявки на кредиты с 9 марта по 1 июля. Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер одобренного кредита будет зависеть от числа работающих в организации сотрудников. Максимальная сумма – 500 миллионов рублей. Заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период предоставления кредита. Тем временем Минцифры запускает в опытную эксплуатацию портал, где будут собраны и систематизированы все правила, которые должен соблюдать бизнес. Такой реестр запускается в рамках большой реформы контрольно-надзорной деятельности. В реестре будут собраны требования к бизнесу, сроки их действия, виды экономической деятельности компаний, которые обязаны соблюдать эти требования, а также документы, которые необходимы для подтверждения соответствия требованиям, меры ответственности за несоблюдение правил. Сведения в систему будут вносить сами ведомства, которые занимаются госконтролем, а также предоставлением лицензий, разрешений, аккредитации и прочее. Первыми сведения в реестр внесут Роструд, Роспотребнадзор, Росаккредитация, МЧС и Минстрой. Индекс свободных денег в январе этого года вырос в бюджетах россиян на 82% в сравнении с декабрем прошлого. Этот показатель демонстрирует динамику повышения доходов над расходами. В рамках исследования под показателем свободных денег подразумевались средства, остающиеся у домохозяйств после закупки продуктов питания, товаров повседневного спроса и оплаты услуг ЖКХ, а также транспортных и прочих расходов. Эксперты объясняют подобную динамику отчасти сезонными показателями, когда в первый месяц года граждане резко снижают свои траты. Исследователи полагают, что в нынешнем году эффект был усилен за счет ограничения возможностей для трат на новогодние праздники. Кроме того, в прошлом году россияне делали покупки в течение всего года, а не оккупировали магазины в конце декабря. Российские авиакомпании пополнят парк новыми самолетами Сухой Суперджет-100 и получат компенсации на их обслуживание, а также на покрытие лизинговых платежей. Правила предоставления субсидий утвердило правительство. Эти меры помогут поддержать и авиаторов, и производителей самолетов. Субсидии рассчитаны на 59 машин. Будет компенсирована половина затрат на уплату лизинговых или арендных платежей. В расчете на одно воздушное судно в этом году будет выделено 333 миллиона рублей на оплату лизинга или 140 миллионов
миллионов рублей на оплату аренды. Лизинг самолетов субсидировали им раньше в рамках другого постановления правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок. Теперь же из федерального бюджета авиакомпании также получат компенсацию затрат на обслуживание суперджетов в размере 37,5 тысяч рублей на один летный час. Если у товара или услуги не установлен гарантийный срок, то ответственность за их качество в течение года будет нести продавец или изготовитель. А если они не захотят менять товар с дефектом или возвращать деньги за некачественно выполненные услуги, то должны будут сами доказать, что только что чайник или пылесос испортил покупатель. Это изменение предлагает внести в закон о защите прав потребителей Роспотребнадзор. Ведомство предлагает закрепить в законе конкретный срок – 1 год, в течение которого продавец, изготовитель или исполнитель несут ответственность за товары и услуги. Помимо этого, Роспотребнадзор предлагает установить единые требования при взыскании неустойки в сфере потребительских отношений. Сейчас, например, размеры неустойки, существующие в отраслевых законах, отличаются от тех, которые прописаны в законе о защите прав потребителей. К этому часу пока вся информация. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, я передаю слово тебе. Иван, спасибо. Мы идем далее и переходим к мировым новостям. Во Франции суд признал виновным бывшего президента страны Николя Саркози в попытке подкупа судьи и торговли влиянием. Вердикт – 3 года лишения свободы, 2 из них условно. Таким образом, Саркози стал вторым экс-президентом страны после Жака Ширака, осужденным по делу о коррупции, причем тот реальных сроков не получил. 3 года лишения свободы. Такой приговор сегодня вынесут во Франции бывшему президенту страны Николя Саркози. Его признали виновным в попытке подкупа судьи и торговли влиянием. Из всего срока 2 года – это условное наказание. Однако возможно, что в тюрьму Саркози не отправится вовсе. Как заявил судья, он может отбыть наказание, нося электронный браслет. Следствие установило, что Саркози пытался подкупить сотрудника Кассационного суда. В качестве улик были представлены записи телефонных разговоров. В обмен на хорошую должность в Монако он рассчитывал получить от судьи Жильбера Азибера конфиденциальную информацию по расследованию другого дела. Речь о нелегальном финансировании президентской кампании Саркози в 2007 году, в котором предположительно была замешана дочь основателя и совладелица компании «Лореаль» Элиан Бетанкур. При этом попытку подкупа сотрудники прокуратуры обнаружили, расследуя возможное получение Саркози крупных сумм от ливийского лидера Муаммара Каддафи. Это не последняя судебная тяжба экс-президента. В середине марта начинается новый суд, на котором Саркози предстоит ответить на обвинения в нарушениях финансирования избирательной кампании 2012 года. Сам Саркози отрицает все обвинения, а расследование в отношении себя называет охотой на ведьм. У его защиты есть 10 дней на то, чтобы подать апелляцию. В Израиле выясняют причины экологической катастрофы на побережье Средиземного моря. В феврале там были обнаружены десятки мертвых морских животных и черные масляные пятна. Шторм продолжает выбрасывать свежий мазут на пляже на всем протяжении израильского средиземноморского побережья. Над ликвидацией последствий выброса мазута работают сотрудники Управления защиты природы и национальных парков и муниципальные службы, отвечающие за чистоту пляжей. Министр экологии Израиля обратилась за помощью в поисках виновников экологической катастрофы к Министерствам внутренней безопасности и обороны. Действующий чемпион Китая по футболу Цзянсу Сунин прекратил свое существование. Компания Sanning Commerce Group решила сфокусироваться на производстве электроники и расформировать почти все свои футбольные активы, рассказывает Артем Сторонов. В Китае не стало чемпиона страны по футболу. Золотой призер прошлого года клуб Цзянсу Сунин прекратил свое существование. Об этом в воскресенье объявила его компания-владелец Sanning Commerce Group. Цзянсу Сунин был основан в 1994 году. Команду в разное время тренировали Дан Петреску и Фабио Капелла. За нее выступали такие футболисты, как Рамирес и Алекс Тейшейра. Клуб принадлежал Sanning Commerce Group с 2015 года, а в ноябре 2020 он впервые стал чемпионом Китая. Однако теперь компания решила сфокусироваться на своем основном бизнесе – производстве электроники и расформировать почти все принадлежащие ей футбольные активы. Речь идет не только о Цзянсу Сунин,
но также обо всех его детских и юношеских командах и одноименном победителе женской китайской суперлиги 2019 года. Кроме того, во владении Suning Commerce Group находится миланский Интер. Что будет с ним, пока не сообщается. В США вручили золотые глобусы. 78-я церемония вручения премии прошла в онлайне из-за пандемии, так что номинанты подключались из дома через веб-камеры. Татьяна Гамозова подробнее о победителях. Церемония вручения одной из главных кинопремий «Золотой глобус» прошла в воскресенье в уже привычном формате видеоконференции. Ведущие на сцене, номинанты и гости на экране. Лучшим драматическим фильмом признана в этом году картина Хлои Джао «Земля кочевников». Она рассказывает о 60-летней Ферн, которая из-за экономического кризиса остается без работы и жилья и вынуждена присоединиться к армии других бесприютных американцев, кочующих между штатами в поисках сезонного заработка. Лучшей актрисой признана Андра Дэй за роль в ленте «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Это байопик американской певицы, посвященный периоду, когда она переживала сильную наркозависимость. А лучшим актером стал сыгравший одну из главных ролей в картине «Ма Рейни. Мать блюза» Чедвик Боузман посмертно. Он скончался от рака полгода назад на 44-м году жизни. Награду приняла его вдова. Лучшим анимационным фильмом объявлена лента студии Pixar «Душа» о приключениях школьного учителя музыки после смерти. Из-за пандемии мультфильм не стали показывать в кинотеатрах, он сразу вышел на стриминговом сервисе Disney+. Саша Барон Коэн получил приз за лучшую мужскую комедийную роль, а его «Борат 2» признан комедией года. Победитель, высмеявший в новой сатире бывшего президента США, сразу пошутил, что Дональд Трамп оспаривает этот результат. Среди драматических сериалов выиграла «Корона», на протяжении 4 сезонов рассказывающая историю правления британской королевы Елизаветы II. Как считают критики, не всегда точно. И, наконец, еще одно произведение Netflix «Шахматный ход королевы» получил «Золотой глобус» как лучший мини-сериал. Возвращаемся в наш регион. 55-летний житель Нерюнгринского района стал жертвой мобильных мошенников. По его словам, ему позвонила неизвестная женщина и сказала, что якобы покупает у его брата земельный участок. А так как у него своей банковской карты нет, то попросила перевести деньги ему. Потерпевший знал, что его брат действительно продает земельный участок и что у него нет банковской карты. Поэтому не возникло подозрений, что это могут быть мошенники. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. На вид это выглядит как обычная сделка. Как же мошенники обманули мужчину? Здравствуй, Сергей. Лжепокупательница сказала, что для оформления какого-то договора и действительности сделки необходимо снять со своей карты все деньги и перевести их на названный абонентский номер, а затем выполнить еще некоторые операции у банкомата. В результате всех манипуляций мужчина перевел аферистам 100 тысяч рублей. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Мошенники обманули жительницу Нерюнгри, представившись сотрудниками банка. У нее спросили, не оформляла ли она кредит, на что потерпевшая ответила отрицательно. Затем звонившая уточнила, карты каких банков у нее еще есть, и сказала, что переведет разговор на специалиста от того банка, чтобы уточнить информацию по поводу оформления кредита. Далее разговор продолжил якобы специалист по безопасности банка. Он сообщил, что в последнее время участились случаи оформления кредитов на людей без их ведома, и попросил продиктовать после звукового сигнала номера карт, которые у нее имеются, цифры на оборотной стороне, а также коды подтверждения из СМС-сообщений. Поверив лжеспециалисту, потерпевшая продиктовала запрашиваемые данные, в результате чего лишилась более 116 тысяч рублей. Отменить данную заявку он потребовал, чтобы я сообщила данные коды и номер карты. Мне пришли сообщения с 900. Я подумала, доверилась, что действительно, что это сотрудник банка, и сказала ему цифры карты и коды. После этого было произведено снятие денег, хотя я не думала, что это мошенники, потому что они говорили очень
деликатно, и не думала, что все так может случиться. Еще одной жертвой лжесотрудников банка стала жительница Нерингри. Позвонивший мужчина сообщил, что некий гражданин пытался похитить деньги с ее счета и что необходимо провести процедуру обновления банковского счета и перевести деньги на счета банковских ячеек, чтобы якобы обезопасить их от мошеннических действий. Следуя инструкциям лжесотрудника, женщина сняла со своих карт более 130 тысяч рублей и через банкомат перевела их на счета и номера телефонов, которые диктовал звонивший. Мужчина заверил потерпевшую, что через 3 дня деньги вернутся ей на обновленный счет. Вот только своих денег женщина больше не увидела. Жительница Абыйского района обвиняется в истязании малолетнего ребенка. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Якутии. В ходе беседы, проводимой с 9-летним мальчиком, инспектором ПДН установлено, что на протяжении 2 лет, в период с февраля 2019 по февраль 2021 года, женщина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома избивала ребенка. При этом, не ограничиваясь руками, применяла другие подручные предметы. Мальчик в настоящее время находится на попечении бабушки, и специалисты Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи проводят мероприятия по оказанию ему психологической помощи. В рамках расследования проводятся допросы, осмотры и иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. На данный момент расследование продолжается. 2 мужчин осуждены за убийство своих знакомых в Якутии. По сообщению прокуратуры региона, коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийстве 2 группы лиц по предварительному сговору. Установлено, что подсудимые в конце мая 2019 года в одном из гаражей в поселке Айхал Мирнинского района убили 2 своих знакомых. Тела впоследствии были сброшены подсудимыми во враг. Отмечается, что мужчины не признали вину, пытаясь скинуть ее друг на друга. Суд приговорил их к 19 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 4 человек: малолетнего ребенка, его матери, бабушки и дедушки на окраине Нижнего Новгорода. Подозреваемого задержали в соседней Владимирской области. 26-летний мужчина доставлен к следователям СК для допроса. В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В Великобритании в городе Эксетер взорвали бомбу времен Второй мировой войны. На месте подрыва образовалась воронка такого размера, что в нее легко можно поместить 2 лондонских автобуса даблдекера. Подробности в следующем материале рассказывает Андрей Санников. В городе Эксетер на юго-западе Великобритании в субботу провели контролируемый взрыв бомбы времен Второй мировой войны. Снаряд весом 1000 килограммов обнаружили на строительной площадке неподалеку от здания университета. Перед детонацией из опасной зоны эвакуировали несколько тысяч человек. Им пришлось ночевать в отелях. Многие из них до сих пор не могут вернуться в свои жилища, поскольку во время взрыва были повреждены расположенные поблизости здания. В ходе Второй мировой войны Эксетер подвергался массовым бомбардировкам немецких войск. На город было сброшено свыше 7000 снарядов. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, к этому часу у меня вся информация о происшествиях в республике и за ее пределами. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Мы продолжаем нашу программу. Эвакуировать целый вахтовый городок. Накануне в Ленске состоялись учебные тренировки и пожарной эвакуации в жилом комплексе на 150 мест. Как прошла проверка навыков? В следующем материале. Пожарно-тактические учения прошли в вахтово жилом городке предприятия «Газпром-Трансгаз-Томск», который предназначен для проживания приезжающих специалистов, работающих на магистральном газопроводе. Жилой комплекс на 150 мест совсем недавно введен в эксплуатацию, поэтому пожарная тренировка стала для сотрудников предприятия первой. Это первый раз у нас, как объект сейчас начал работать, мы провели, тем более в масштабах учений гарнизона, дежурный персонал как бы немножко волнуется, но у нас разработана инструкция, она у нас утверждена, они все свои действия знают, с ними проводится обучение, предварительно мы все это обговорили. Я участвовал в данной первой тренировке как опытный, для того, чтобы показать своим работникам, как правильно действовать.
По легенде было выбрано место предполагаемого пожара. Это номер люкс на 2-м этаже здания. Работники, обнаружившие пожар, запустили систему оповещения и сообщили в пожарную охрану. Около 2 минут потребовалось для эвакуации персонала. После эвакуации сотрудники предприятия до прибытия первых пожарных подразделений приступили к отработке действий по тушению пожара первичными средствами. Так, действия своих коллег инженер пожарной безопасности оценил на 4 с натягом. Ну, действия наших сотрудников, мы, конечно, готовились к этому мероприятию. Где-то на 4 можно с натягом, да, все ошибки мы учтем. Подоспевшие пожарные расчеты тщательно проверили здание и начали работу по тушению возгорания. На тушение пожара было задействовано 8 единиц техники, в том числе 31 человек личного состава. Данные учения проводятся для того, чтобы отработать все способы тушения пожаров, также, значит, отработка привлечения сил и средств на данное тушение пожара, также посмотреть работу добровольных пожарных дружин на данном объекте. По словам начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Вячеслава Бушуева, все силы и средства отработали в штатном режиме. Оценка всем хорошо. Безопасность людей является основной задачей предприятия, поэтому тренировки проводятся в разное время года и не только с привлечением сотрудников МЧС, но и самостоятельно составом предприятия под руководством инженера пожарной безопасности. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Новым указом главы Якутии снимаются ограничения по режиму работы спортивных объектов. Напомню, Айсен Николаев подписал указ, в котором продлил до 15 марта действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса. Однако ограничения по режиму работы спортивных объектов для занятий физкультурой и спортом с 1 марта были сняты. К примеру, спортивный комплекс «Дахсун» уже начал свою работу в полном объеме. К слову, с марта по август прошлого года спортивный объект не работал вообще. Осенью же, после ряда послаблений, с 6 до 8 часов утра было организовано бесплатное посещение манежа для спортивной зарядки. Также с ноября разрешили спортивную подготовку детей. Но с сегодняшнего дня «Дахсун» работает в допандемийном режиме, пока с нагрузкой в 50%. И работали еще тренажерные залы с 10 до 21 часа вечера. Это только для населения. И также днем работали учреждения, работавшие по программе дополнительного образования и спортивной подготовки. И с сегодняшнего дня начинаем для населения предоставлять услуги в полном объеме. Ну, конечно же, соблюдением всех методических рекомендаций Роспотребнадзора. В феврале в Якутске состоялось первенство республики по легкой атлетике среди юношей и девушек. Нерюнгринские спортсмены пополнили свою копилку сразу 12 медалями. С победителями и их тренером встретилась наш корреспондент Ирина Кичигина. Ирина, приветствую. Как нерюнгринцам удалось сохранить свою форму за время ограничительных мер и показать такие результаты? Сергей, здравствуй. Это первый выезд наших спортсменов-легкоатлетов на соревнования после почти годового перерыва. Ребята всегда составляли серьезную конкуренцию своей возрастной категории и вот опять превзошли своих соперников на первенстве республики, заняв 2 первых, 4 вторых и 6 третьих мест. В период жестких ограничений приходилось тренироваться удаленно, и поэтому была опасность потерять форму. Сегодня с нами тренер по легкой атлетике Сергей Докторов. Он расскажет, как удалось этого избежать. Сергей, здравствуйте. Как вы справлялись с этой нелегкой задачей и каков секрет тренировок, которые позволили ребятам все-таки сохранить такую замечательную форму? Добрый день. Ну, в связи с пандемией было, конечно, работать очень трудно. Все работали удаленно, дистанционное обучение на платформе Zoom и видеосвязь. Тренировки, и дома дети занимались. Мы в прошлом году легкоатлеты закрыли сезон, и в этом году сезон открыли. Вот. Было сложно, трудно. Дети дома занимались. Потом, когда летом вышли на улицу, было более-менее хорошо. Но потом, когда горняк открылся 24 ноября, мы усиленно, вдвойне начали тренироваться и готовиться к первенству республики. Детям было, конечно, сложно, трудно, но они выдержали.
А сейчас я хочу, ребята, к вам обратиться. Скажите, для вас, как эти соревнования прошли так же, как раньше, или чем-то отличались от тех, которые были ранее? Было, естественно, сложно после такого длительного перерыва. Все боялись за форму, боялись за результаты, за время, но после всего этого страха добились своей цели и приехали домой с хорошим результатом. Скажите, то есть вам было сложнее, чем раньше, вот после такого перерыва и после таких тренировок, которые были в усиленном режиме? Намного. А скажите, довольны ли вы результатом, который все-таки вы сегодня нам показываете? Конечно, довольны. После такого перерыва заняли почти все места. И все, призовые места. Ребята, вам большое спасибо за ваш труд, за такие результаты. Сергей Дмитриевич, вам большое спасибо за ваш профессионализм. Мы желаем ребятам новых медалей и новых свершений и побед. Сергей? Ирина, спасибо. Поздравляем ребят с успешным выступлением. А я напомню, Ирина Кичигина в прямом эфире поделилась успехами нерюнгринских спортсменов на чемпионате Якутии по легкой атлетике. Продолжаем спортивную тему. Байкальский ледовый марафон выиграл известный футболист. В забеге по льду озера Байкал победил бывший капитан российской сборной и полузащитник английского клуба «Челси» Алексей Смертин. Об этом и многом другом расскажет наш спортивный обозреватель Полина Долинская. Полина, приветствую. Расскажи, как проходил данный марафон. Сергей, я тебя приветствую. Ледовый марафон, он проводится уже в 17-й раз. И, несмотря на пандемию, участие в нем принимали атлеты и из других стран. Спортсмены из Москвы, в том числе и Алексей Смертин, заняли все первые места по итогам марафона. 17-й Байкальский ледовый марафон осуществляется в поддержку сохранения чистых вод и уже успел получить признание и считается одной из главных мировых гонок. Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская. Стал известен состав российской команды на предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме. В мужском одиночном катании примут участие Михаил Калида и Евгений Семененко. В женском одиночном катании выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова. В соревнованиях спортивных пар выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Байкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галямов. В танцевальных дуэтах страну представят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Тиффани Загорский и Джонатан Гурейро. Чемпионат мира в Швеции пройдет с 22 по 28 марта. Гораздо печальнее обстоят дела у наших хоккеистов. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены вынуждены выступать без национального флага и гимна на чемпионатах мира и Олимпийских играх аж до декабря 2022 года. Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Сборная России по хоккею вынуждена выступить под флагом Федерации хоккея России или Олимпийского комитета России. Россияне выступят в группе А. В первой встрече наши соотечественники сыграют с чехами в первый день чемпионата. На следующий день состоится матч со сборной Великобритании. Далее хоккеисты из России выйдут на лед со сборной Словакии, Дании, командой Швейцарии, со сборной Швеции и завершат групповой этап россияне матчем с белорусами 1 июня. По результатам прошедшего регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги был выявлен ряд лучших спортсменов. Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин признан лучшим форвардом прошедшего месяца в КХЛ. Вместе с командой чех одержал в феврале 8 побед в 9 матчах, набрав 13 очков. Общий показатель полезности составил плюс 6. Ларс Юхансон из ЦСКА признан лучшим голкипером месяца. Вместе с командой он выиграл все 6 встреч в феврале и в 3 из которых отыграл на 0. В сумме он отразил 155 бросков. Лучшим защитником стал Ник Бейлен из Челябинского «Трактора», в активе которого 11 очков. В матчах с ЦСКА и Магнитогорским «Металлургом» его голы стали победными. В игре с Минским «Динамо» он забросил 2 шайбы. Новичком месяца стал Клим Костин из Омского «Авангарда». 21-летний нападающий набрал 9 очков, забросив последнюю шайбу в игре с Нижегородским «Торпедо». Регулярный чемпионат завершился 27 февраля, а первые матчи плей-офф стартуют уже 2 марта.
Байкальский ледовый марафон выиграл Алексей Смертин. Забег по льду озера Байкал в минувшее воскресенье выиграл бывший капитан российской сборной и полузащитник английского футбольного клуба «Челси». Ледовый марафон проводится в 17-й раз, и, несмотря на пандемию, участие в нем принимают атлеты и из других стран. Подробности расскажет Татьяна Гомозова. На Байкале в последний день зимы в 17-й раз прошел ледовый марафон. Эта экстремальная гонка по льду Сибирского озера обычно собирает десятки атлетов со всего мира. Как сообщили организаторы, и в этом году заявки подавали 300 человек. Но из-за пандемии выйти на старт смогли только 83, в основном жители России. Но также и некоторое количество иностранцев, включая 10 бегунов из Японии. В итоге гонку на 42 километра выиграл бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Он преодолел дистанцию за 3 часа 29 минут. Этот марафон не совсем про скорость, скорее про выносливость, про проявление характера, про отчасти самопожертвование. А в этом я поднаторел с лет 5, когда начал заниматься целенаправленно футболом. Ледовый марафон на Байкале, среди прочего, призван привлечь внимание к экологическим проблемам и проводится под девизом «За сохранение чистых вод». Часть вырученных от его проведения средств пойдут на высадку деревьев в Байкальском биосферном заповеднике. Переходим к региональным новостям. В Мирном открыли горнолыжный сезон 2021 года. На базе «Алмазная долина» прошли первые соревнования по катанию на сноуборде и горных лыжах. Кто осмелился поучаствовать, несмотря на внушительный минус на термометре, и помогла ли мерзлая трасса спортсменам, расскажем в следующем сюжете. Их мало, но они в тельняшках, точнее в горнолыжных костюмах. Поучаствовать в открытии сезона решились немногие, побоялись мороза. На улице в выходные было минус 25 градусов. Покорить главный склон алмазной столицы приехали спортсмены из Ленска, Айхала и Удачного. Мы регулярно приезжаем с командой из города Удачного, где тренируемся, и сюда приезжаем на все соревнования, стараемся выехать, поучаствовать в соревнованиях, обменяться опытом. Из-за морозов склоны открыли только 13 февраля, на 2 месяца позже обычного. Спустя пару недель в честь открытия работники КСК провели соревнования. Чтобы спортсмены не замерзли, организаторы решили сделать упрощенную программу. Для лыжников и сноубордистов по 2 захода. Хоть трасса и несложная, катались по ней только подготовленные спортсмены – 16 человек. Если человек имеет более-менее опыт катания на сноуборде или на горных лыжах, при просмотре трассы определяется техническим, допустим, персоналом проведения соревнований, допустить этого спортсмена к соревнованиям или нет. Промерзший склон доставил неудобства спортсменам. Снег твердый, скольжения недостаточно. В этом году, да, погодные условия, конечно, такие экстремальные, но трасса подготовлена очень хорошо. Склон в отличном состоянии. Это большое спасибо Алмазной долине. Как говорится, хорошему спортсмену ничего не помешает, если он нацелен на победу. В этот раз медали и кубки не остались в Мирном. Призы увезли с собой ленчане и удачницы. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». На этом наш выпуск подошел к концу. Мы продолжим следить за развитием событий в мире спорта. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Это была Полина Долинская с обзором спортивных событий. А мы идем далее. Накануне в Якутии начался отборочный чемпионат по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс-2021». Соревнования по 24 компетенциям в очном формате продлятся до 4 марта, рассказывает Алексей Лукьяненко. Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в республике проводится с 2016 года. С тех пор требования к участникам растут, как и количество компетенций. Так, в этом году добавились визаж, поварское дело, парикмахерское искусство, веб-разработка и другие. Ребята очень активно принимают участие. Наши эксперты-компатриоты прилагают все усилия для того, чтобы ребята обучились не только профессиональному мастерству, но чтобы у них была гарантия будущего трудоустройства. Но самое главное, наверное, все-таки, что сами студенты
участники, они проникаются, наверное, вот этим чемпионатом духа, и отсюда, наверное, победы, которые у нас уже были. Первое, это работодатели смотрят, как ребята умеют, какие у них компетенции есть. И второе, смотрят, это какое оборудование нужно, инклюзивное именно, да, и это им помогает экспертам, даже работодателям учиться создавать такие условия у себя на предприятии. Тут несколько основных направлений Обилимпикса, да, это первое, сам чемпионат, это понятно, потом трудоустройство и вот профориентация. Всего запланировано участие 145 конкурсантов, 120 экспертов и около 60 волонтеров. Уже с завтрашнего дня они начнут конкурсные дни в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Участники разделены на 3 возрастные группы – школьники, студенты и специалисты. Каждой категории свои требования. Что же включает у нас конкурсный день? Это модуль ресторан и модуль бар. По модулю ресторана у нас складывание салфеток и сервировка на 4 гостей. Модуль бар – приготовление 1 коктейля на 2 порции. Подведение итогов и закрытие чемпионата состоится 5 марта в Якутске. Победители получат возможность побороться в финале Обилимпикс 2021, который состоится в Москве. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. Предсказать полярное сияние теперь такая возможность есть у всех жителей планеты. В Уфимском госуниверситете разработали систему, которая может предупредить о природном явлении. Подробнее расскажет наш СОПКОР в Москве Максим Кардозу. Полярное сияние будоражит умы ученых с 19 века. Тогда его начали активно изучать. И из мифологического чуда небесные всполохи превратились в отголоски солнечного ветра. Теперь эксперты пошли еще дальше и решили предугадывать природные явления. Уфимские специалисты разработали приложение, которое анализирует магнитную активность. Данные со спутников, скорость солнечного ветра, направление. То есть это очень многофакторная вещь. И она действительно имеет научное обоснование. Хотя, скажем, есть некий стереотип, что тяжело предсказать северное сияние. Это действительно так, да, но с некоторой вероятностью. То есть, скажем, вероятность 70% или 80%, что в таком-то районе будет северное сияние. Сервис может предугадывать появление полярного сияния примерно за полчаса. Конечно, это время не позволяет запланировать путешествие на север ради небесного явления, но данная программа может помочь предотвращать техногенные катастрофы. Дело в том, что магнитная активность влияет на электрические сети. Так, в 1989 году в канадском Квебеке из-за геомагнитной бури вышли из строя генераторы электричества, и 6 миллионов человек почти на сутки остались без тепла и света. Если бы операторы подстанции были бы осведомлены о том, что выключить питание или снизить мощность электросети, допустим, минут на 15-20, пока пройдет вот этот пик этой активности, то, в общем-то, нам удалось сэкономить большое количество техники и ресурсов, которые просто физически пришла в негодность. Разработчики Севера продолжают свои исследования, и вполне возможно, в будущем система сможет предугадывать появление полярного сияния не только за полчаса, а, например, за сутки. Тогда этим приложением с удовольствием будут пользоваться и туристы, которые захотят полюбоваться на сияющее северное небо. Максим Кардозу, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Фоторабота якутянина Виктора Сафрана опубликовали в журнале Vogue Russia в качестве приложения для одной из статей. Сейчас наш корреспондент Виктория Федорова находится у Виктора в студии, и она на прямой связи с нами. Вика, приветствую, передаю тебе слово. Сергей, здравствуй. Да, действительно, эта новость еще раз доказала, что Якутия славится талантливыми, творческими людьми. И вдвойне отрадно, что именно молодые ребята достигают таких успехов. Мы сейчас находимся в студии у Виктора. Так примерно проходят его обычные рабочие будни. Подбор нарядов, моделей, фотосессии. Иногда, чтобы получить всего лишь пару удачных кадров, ему приходится работать по несколько часов. Интерес к фотографии у Виктора появился еще в школе, но тогда он даже подумать не мог, что когда-то его работы опубликуют на страницах известного модного журнала наряду с работами популярных фотографов. Виктор, еще раз добрый день. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, когда к тебе поступило предложение от журнала Vogue, какова была твоя реакция? Это было в конце января, если мне память не изменяет, 25 примерно числа.
Я дико испугался, и не то чтобы испугался, но, в общем, это был шок. Я не мог в это поверить, позвонил первым делом маме, рассказал сестре. Первой реакцией моей матери: никому не рассказывай. Пока не сбудется, язык на замке, рот на замке. И, в общем, было тяжело никому не рассказывать. Но это произошло, и я безумно рад. Ура! А вообще профессиональной фотографией когда ты начал тогда заниматься? В феврале 2018 года. Я пришел в фотостудию и говорю, типа, у меня нет опыта, но есть дикое желание развиваться в творчестве. И директор студии, спасибо большое, согласился и взял меня на работу такого безопытного. И давай поделись немножко вот планами на ближайшее будущее. Я планирую сейчас жить на 2 города. Между Якутском и Москвой, чтобы свой творческий потенциал как бы раскрыть в полной мере. И просто только вперед идем. Спасибо тебе. Мы желаем тебе еще успехов, много творческих побед. И надеемся, что твои работы мы увидим еще в различных модных изданиях. Ведь именно творческие люди, которые умеют видеть, создавать и увековечивать красоту и эстетику, делают наш мир ярче и добрее. У нас все. Сергей? Виктория, спасибо. Виктория Федорова в прямом эфире рассказала о молодом фотографе, снимки которого попали в журнал Vogue Russia. Чтобы почувствовать себя особой голубых кровей, не обязательно иметь королевские корни. Монарший образ в Ленске создают с помощью короны. Украшение мастерит Айталина Бродникова. Откуда она берет вдохновение и сколько времени тратит на увлечение, в материале наших коллег. Честно, я очень долго делала эту корону. Я вынашивала эту идею очень-очень долго. И потом мне результат просто очень понравился. Долго, по словам мастера, это 4 дня, если уделять сборке короны ежедневно по 2-3 часа. Фантастический результат для непосвященных в творчество. Освоив мастерство самостоятельно, Айталина Бродникова теперь учит других. Сегодня в студии «Арт-деко» старшая группа. В окружении камней, бусин и вдохновляющей атмосферы творчества отдых от тяжелого трудового дня. Очень давно хотела посещать такой кружок. Очень долго работала бухгалтером и не могла себе позволить делать то, чего душа просит, как говорится. Потому что всегда допоздна задерживалась на работе. Но сейчас немножко сменила профессию, появилось время. Это удовольствие, да, это не для того, чтобы кому-то подарить или еще что-то. Это удовольствие, это наслаждение. С удовольствием начинала и Айталина. Заскучала в декрете, попался интересный мастер-класс, решила записаться. Красивое хобби затянуло. Сейчас мастер создает украшения, которые могут конкурировать с ювелирными образцами. Надень такую тиару и сразу почувствуешь себя или снежной королевой, или другой монаршей особой. Вдохновение — такая вещь, которую можно видеть во всем. Что ты видишь, допустим, зимой это может быть снегопад какой-нибудь, летом соответственно, природа какая-нибудь. Где-то так, где-то можно подсмотреть, как другие делают, тоже что-то, свою идею взять. И это все уже у меня сейчас превратилось в мою работу, основную работу. Мне это нравится. Это когда, как говорят, любимая работа — это хобби, которое приносит деньги. Стоимость корон каждый раз получается разной. Зависит от количества камней и сложности плетения. Роскошное украшение может стоить более 4000 рублей. Обойдется дешевле, если сделать его самостоятельно. Секретами работы Айталина охотно делится с учениками. Они освоили технику изготовления сережек, брошей, ободков. На очереди короны. Возможно, кто-то скажет, что для такого яркого украшения обязательно нужен очень торжественный случай. А мне кажется, что такую вещь можно поносить даже дома. Главное, чтобы было настроение почувствовать себя королевой. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Якутский фильм «Пугало» окупился за первые же выходные. Впервые якутский фильм вышел в широкий прокат в России и сразу заработал 6 миллионов 100 тысяч рублей. В истории российской киноиндустрии подобное также не имеет прецедентов, чтобы фильм с бюджетом всего в 1,5 миллиона рублей окупился за первый же уикенд.
«Пугало» стало 4-м прибыльным российским релизом в этом году. Об этом свидетельствуют данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Напомню, фильм «Пугало» стал для амгинца режиссера Дмитрия Давыдова 3-й полнометражной работой после картин «Костер на ветру» и «Нет Бога, кроме меня». В завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане переменная облачность, немного потеплело, днем минус 23 градуса, порывы ветра от 2 до 5 метров в секунду, вечером и ночью обещают минус 30. В Ленске сегодня минус 22, вечером минус 27, ночью минус 30. Синоптики прогнозируют ветер от 2 до 6 метров в секунду. В алмазной столице минус 26 градусов, ветер до 4 метров в секунду. Вечером минус 34, а ночью столбик термометра опустится до минус 38 по Цельсию. В Нерюнгри на 3 градуса теплее, чем вчера, минус 25, ветер до 6 метров в секунду, вечером минус 26 и ночью минус 28. И о погоде в столице. В Якутске минус 26, ночью температура опустится до минус 34. Ветер от 2 до 5 метров в секунду, влажность 47%, давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Берегите себя, носите маски, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь на канале Якутия 24.